Всех приветствую, мои дорогие! С вами сегодня Астарта Сантья, и мы делаем расклад для дам на игральных картах на неделю с 3 по 9 февраля. Все новинки, как обычно, в описании. Ссылка на мой второй канал тоже в описании к видео, обратите внимание. И выбирайте свой вариант, какая вы будете дама: бубновая, трефовая, червовая, либо циферки 1, 2 или 3. И я перехожу к первому варианту. Итак, дамы бубновые, партнером я вам назначила короля трефового, и заходите вы в период со свиданием, встречи с дамой червовой. Также у вас была встреча с дамой червовой через ее любезности. Да? И вот она встреча, и вот она встреча. Тут встреча была через ее любезности, и, скорее всего, был у вас с ней разговор. Но смотрите, в наше время, да, мы не так часто встречаемся вживую, да, face-to-face, как нам бы хотелось, а чаще всего общаемся в соцсетях, в мессенджерах, да, и поэтому здесь могут быть и вот такие вот встречи. И также, смотрите, у вас были ранние дороги, да, и ваша ранняя дорога, и ранняя дорога дамы червовой, и вы в ранней дороге также вы были со своим интересом, либо получили какую-то крупную сумму денег вот совсем недавно на днях, либо какие-то важные, ценные для вас бумаги. Ну что, дорогие мои дамы бубновые, на сердце у вас хлопоты дамы червовой, и под сердцем разговор с вашим партнером королем трефовым. В голове у вас некий казенный король в ранней дороге, и также в ранней дороге какие-то ваши личные собственные хлопоты, либо хлопоты, связанные с финансами, с работой. Также вот здесь вот вы можете, знаете, в ранней дороге к своему партнеру быть настроены очень так вот положительно, спокойно, мудро и достаточно благородно на все его действия по отношению к вам. Также в ранней дороге, в ногах у вас в ранней дороге интерес вашего партнера короля трефового, он был к вам со своим интересом. И вы опять же в ранней дороге занимались лично своими какими-то делами, проектами, увлечениями, хобби и так далее и тому подобное. Далее, что было? Вы были с большим и с нечаянным интересом к надеждам и чаяниям вашего партнера короля трефового и получили от него какие-то новости. Также у вас был разговор за чаяния и надежды, либо через чаяния и надежды дамы червовой, и вы со своим интересом к даме червовой. И могли также получить от дамы червовой либо какую-то крупную сумму денег, либо какие-то бумаги важные для вас. Что будет? Ваш партнер, король трефовый, к вам будет со своими хлопотами в ранней дороге. И также в ранней дороге будет дама червовая, да, которую мы видели в первой раскладочке. Будет у вас с ней, видимо, встреча, и вы к этой встрече и к самой даме червовой настроены достаточно любезно. Также здесь опять же ваши чаяния и надежды, что-то вы будете думать, что-то вы будете планировать, анализировать, лично свои дела, свои устремления, может быть, какие-то бизнес-проекты свои личные. И будете переживать за даму червовую, за ее какие-то, видимо, переживания, за ее любовь. Ну, вот если это ваша подруга, да, то здесь может она с вами чем-то поделиться, тем, что у нее наболело, либо она попросит вашей помощи, и вы к ней будете настроены. Также смотрите, дорогие мои, у нас здесь выпал король червовый. Кто это король червовый? Это решать вам. Если третье лицо в отношениях, то это может быть он. Если никакого третьего лица нет, то это могут быть опять же, да, чаяния, надежда червовой дамы, как я протрактовала ранее, прошу прощения. Либо это может быть некий король червовый. Смотрите, сейчас трактую, если в вашей жизни есть это самое третье лицо.
либо претендент на должность третьего лица в ваших отношениях. Смотрите, если таковое есть. Для тех, у кого этого нет, тут может сразу перематывать видео. Итак, тогда получается, смотрите, на сердце у вас хлопоты этого самого короля червового. В прошлом у вас был с ним разговор, и вы к нему также в прошлом были со своим интересом. В будущем, смотрите, здесь опять же в ранней дороге он будет у вас, и вы к нему тоже со своими любезностями, и будете, видимо, если опять же это третье лицо, вот тут за отношения, за общение с ним будете вы сильно переживать, может быть даже где-то и всплакнете, либо сильно-сильно будете его прям на сердце содержать, потому что тут он к вам со своими любезностями, да, этот некий король червовый, а вы за это все будете переживать очень сильно. Далее, основная линия недельки. Смотрим. Смотрите, вот ваш партнер, собственно, персона, король трифовый. Вот у нас здесь выпадает. Будет у вас с ним свидание. Но как-то вы, видимо, сильно не переживаете. Будет и будет свидание, будет и будет с ним встреча. Либо если вы живете под одной крышей, но есть он и есть. Как бы вы уже привыкли, и все хорошо. И тут намечается также, смотрите, встреча с этим королем червовым. Если он есть, но вы все равно ставите его пусто. То есть есть он и есть. Хотя странно, вот здесь смотрите, да, вы будете переживать за него, а тут ставить его пусто. Но, видимо, все-таки будете вы сильно думать и долго размышлять вот между вот этими двумя королями. В конце концов решите, что будь что будет, буду смотреть, что будет дальше. Итак, для вас, смотрите, как интересно выпало. Два короля. Король трифовый, ваш партнер, и этот самый король червовый. И получите вы, скорее всего, и от одного, и от другого какую-то весточку, какую-то новость. Для дома. С хлопотами вы со своими в доме. Что-то опять же будете думать, анализировать, планировать лично свое. И ваш партнер король трифовый к вам со своим интересом. На сердце у вас большие переживания за своего партнера короля трифового, за жизнь с ним, за встречу с ним. И на сердце также у вас любезности этого короля червового. Что было? В ранней дороге были какие-то пустые хлопоты. И также, смотрите, в ранней дороге тут вот вы ставите как пусто своего партнера короля трифового. Но тут, скорее всего, были какие-то просто бытовые мелкие поездки совместные с ним, либо что-то вы с ним обсуждали бытовое, ну вот поговорили и забыли. Что будет? Король трифовый, ваш партнер к вам со своими любезностями, некий казенный король, и у вас будет свидание с королем червовым. Вот оно. На пороге что будет? Вот-вот. Получите вы большой, крупный, нечаянный интерес через хлопоты короля червового. То есть, смотрите, он вас как-то прям зацепит, заинтересует. И будет у вас разговор с вашим партнером королем трифовым. Успокаиваетесь вы, дорогие мои, собой. То есть, как бы здесь на этой недельке не крутились, не вертелись, не ухаживали два короля, а в вашем окружении все равно успокоение вы найдете только лишь в себе. Вот такой у нас вышел расклад для дам бубновых. Я желаю вам всего самого хорошего. Пусть жизнь будет полна прекрасных, радостных, счастливых моментов. Самое главное, конечно, здоровье. И также любите, берегите, балуйте себя. С вами была Астарта Сантья. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 2. Итак, вариант номер 2 и дамы трифовые. Смотрим вас. Заходите вы в период с некими хлопотами за свои интересы, связанные с будущим, с вашей дальней дорогой. Также у вас был разговор с дамой бубновой через ее интерес. Эта дама бубновая к вам со своим интересом. Также вот здесь вы могли быть у вас, смотрите, какие-то деловые разговоры, связанные с финансами, с бизнес-проектами, с какими-то, видимо, договорами, контрактами и так далее и тому подобное. Могло быть и такое. И какие-то были такие сердечные переживания, метание, скорее всего, за все вот это вот дело деловое, связанное с финансами, с работой. И также, смотрите, в казенном доме у вас была некая дама бубновая, и все это было в ранней дороге, и опять же дорога была такая вот достаточно эмоциональная, то есть вы переживали. Итак, дамы трифовые, второй вариант. На сердце у вас
Смотрите, тут как может быть либо чаяние и надежда вашего партнера короля бубнового, либо некая бубновая дама. Под сердцем вы содержите любезности червовой дамы. В голове у вас, смотрите, получили вы какие-то новости, известия от червовой дамы, да, и был у вас разговор с вашим партнером королем бубновым, либо с дамой бубновой. Смотрите, как у кого проиграется. В ногах у вас был какой-то крупный, большой разговор в вашей ранней дороге с вашим партнером королем бубновым. И также тут мог быть, опять же, такой же крупный, большой, важный для вас разговор, чуть ли не скандал с дамой бубновой. Тоже все это было в ранней дороге. Также в прошлом был у вас разговор через... Нет, скорее всего, так. Был у вас разговор с дамой червовой. За хлопоты, скорее всего, вы обсуждали даму бубновую, либо вашего партнера короля бубнового. С дамой червовой обсуждали вот бубновую масть. Кого обсуждали? Либо короля, либо даму. Также у вас было свидание с вашим партнером королем бубновым. И вы со своими любезностями были к казенному дому. Но все это вас злило и раздражало. Скорее всего, смотрите, просто не получалось у вас так, как вы хотели, так, как вы планировали. Далее, что будет? Будете вы переживать за хлопоты дамы червовой и оставить ее для себя так вот достаточно благородно. И некий казенный король тоже здесь у вас присутствует. Также вы будете злиться на себя, на свои какие-то, видимо, хлопоты, на свои чаяния и надежды, злиться, раздражаться, чем-то вы будете собой недовольны. И опять смотрите, да, у вас свидание и разговоры сама с собой вы будете вести. Вот что-то вас, вот, видимо, вот здесь вот не устраивает, что-то будет волновать и беспокоить, это будет еще и раздражать, и это все будет вас злить, раздражать. В общем, нервное состояние. И основная линия недельки. Смотрите, дама червовая к вам со своим интересом в ранней дороге, а вы также в ранней дороге могли получить какую-то большую крупную сумму денег или важные документы, бумаги. Также ваш партнер король бубновый был к вам со своим интересом, к вашим чаяниям и надеждам. И здесь, если еще для некоторых может проиграться, что и дама бубновая, кто это, подруга, мама, сестра, решать вам, тоже могла быть к вам со своим интересом. Вот так. Итак, для вас, смотрите, будет большой крупный разговор с собой. Смотрите, будете вы злиться, раздражаться именно на себя. Что ж такое, мои дорогие двоечки, что вы так собой будете недовольны. Далее, вы со своими чаяниями и надеждами к даме червовой будете что-то, видимо, с ней обсуждать, будет у вас с ней разговор. И ваш партнер король бубновый к вам тоже со своими чаяниями и надеждами. Либо смотрите, как еще может быть. Если, например, эта дама бубновая ваша подруга, и вы дружите втроем, то вот тут у вас, например, вы, дама червовая и дама бубновая, можете втроем что-то обсуждать в вашем доме. На сердце. У вас будет свидание с королем червовым, либо с дамой червовой, да, и некий казенный король тоже на сердце вы его содержите, либо вот червовую масть, да, вы ставите достаточно благородно. Что было? Переживали вы сильно за любезности вашего партнера короля бубнового. Что будет? Ваш партнер король бубновый к вам со своими хлопотами, со своим интересом к вам, и вы к нему тоже со своими любезностями. На пороге что будет? Вот встреча, свидание с вашим партнером королем бубновым. И опять же червовая масть, король и дама тут как тут. Тут как тут. Но смотрите, вот тут еще как может быть, что вот это свидание, встреча, разговоры с вашим партнером будут достаточно приятные, такие гармоничные, теплые, эмоциональные. В общем, будете вы наслаждаться с ним общением. А успокаивайтесь вы, дорогие мои, как бы то ни было, самой собой. Скорее всего, смотрите, просто к концу недельки вот это ваше недовольство собой, злость, раздражение на себя, оно пройдет. Вы подуспокоитесь.
Вот так сложился у нас расклад для двоечек, для дам трефовых. Ну что, дорогие, я вам желаю, конечно же, здоровья и любви, чистой, благородной, красивой, гармоничной, страстной. Любите, берегите, балуйте себя. Всего вам самого хорошего. Пусть жизнь будет прекрасной, чудесной и воздушной. С вами была Астарта Сантия. Переходим к третьему. Итак, троечки, смотрим вас. Партнером я вам назначила короля трефового. И смотрите, как прекрасно заходите вы в период. Вот он, ваш партнер, король трефового, и он к вам со своими хлопотами. Также что-то вы тут, видимо, занимались домом, какими-то бытовыми делами, тут какие-то пустые хлопоты. И все это вас раздражает и злит. Вот не хочется вам что-то, видимо, напрягаться, что-то делать, какие-то такие бытовые задачи решать. И опять же, некий казенный король был к вам, рядом с вами. И ваш партнер король трефовый к вам был со своим интересом. Итак, на сердце у вас некие новости, которые вы получили, либо важные бумаги. Под сердцем ранняя дорога вашего партнера короля трефового. В голове у вас король трефовый, ваш партнер к вам со своим интересом. Была у вас с ним встреча, свидание, но почему-то ставите его пусто. Но вот было и было. В ногах у вас в ранней дороге был некий разговор. Скорее всего, с казенным королем. Но разговор был, опять же, связанный, скорее всего, деловой, с какими-то важными для вас проектами. Или если у вас свой бизнес, связанный с вашим личным бизнесом, вот был какой-то у вас с ним разговор, с этим самым казенным королем. Далее, в прошлом у вас были собственные хлопоты, свои чаяния и надежды, свой интерес, и вы все это обдумывали, все это планировали, думали, анализировали, в общем, свои интересы и свои планы ставили превыше всего в прошлом. Также переживания за себя, либо тут вы могли себя просто, карты могут показать, что вы себя плохо чувствовали, и ваш партнер к вам был со своими чаяниями и надеждами, а вы к нему со своими любезностями. Также смотрите, в ранней дороге вы будете обсуждать, видимо, некие деловые вопросы, деловые бумаги с бубновой мастью. Это может быть либо король бубновый, я его вижу в раскладочке дальше в основной линии недельки, да, либо с дамой бубновой. И, скорее всего, здесь вы будете обсуждать либо дальнюю дорогу, либо вообще собственное ваше будущее. Также у вас будет какой-то большой крупный разговор, скандал, я бы даже сказала, с вашим партнером королем трефовым. Далее ваш король трефовый к вам со своими хлопотами. И у вас будет встреча опять же с бубновой мастью. Либо дама, либо король. Вот сейчас я вам их покажу. Вот они, голубчики, у нас в основной линии недельки. Смотрите, злиться вы будете, раздражаться на некий казенный дом. Возможно, он связан с этим вот самым казенным королем. И какая-то некая чета, да, это может быть как супружеская чета, либо это могут быть люди, не связанные между собой никакими связями и отношениями. И бубновая дама тут у вас на основной линии недельки, и некий бубновый король. Но тут получается, давайте поправим немного, чтобы вы понимали. Вот тут в ногах в ранней дороге вы могли с бубновой мастью иметь некий разговор. Ну, разговор достаточно такой приятный, благородный. Вот такие поправочки внесем. И смотрите, треугольником здесь, конечно, не пахнет, но кто это, да? Вот бубновый король тоже решать вам. Это может быть друг, брат, сват, либо просто коллега по работе, либо третье лицо в отношениях, если вы знаете об этом точно. Вот так. Итак, для вас какие-то пустые хлопоты и свидание с бубновой дамой. Но ставите вы это свидание достаточно пусто, но почему-то и все равно к этому свиданию достаточно с любезностями. Также смотрите, здесь какие-то получите новости в
в вашем доме, да, от вашего партнера короля трефового, и он к вам будет со своим интересом. Также у вас будет некая встреча в казенном доме с дамой бубновой, и содержите вы эту встречу на сердце. Что было? А вот, скорее всего, это дама бубновая, это ее чаяния и надежды, и вы к ее чаяниям и надеждам со своим интересом. И, скорее всего, это все было связано с будущим. В прошлом какие-то были дела, связанные с будущим. Что будет? Будете вы хлопотать со своим партнером королем трефовым, и будет у вас с ним разговор. На пороге что будет? Вот-вот в ранней дороге у вас будет некая дама трефовая, да, либо король, ой, прошу прощения, дама бубновая, либо король бубновый, и вы к ним со своими чаяниями и надеждами, и будет у вас разговор. Скорее всего, с собой. Будете вы что-то думать, обсуждать, опять же, планировать. Что-то для вас важно, что-то для вас решающее. И успокаивайтесь вы хлопотами вашего партнера, короля трефового. Вот такой у нас сложился расклад для дам червовых. Я желаю вам всего самого хорошего, конечно же, любви. Пусть жизнь будет полна любви, гармонии, процветания, богатства, конечно же, да, благополучия. Самое главное — здоровье. Берегите, любите, балуйте себя. Я с вами прощаюсь. До встречи в других моих видео.